предполагали, подвели итоги городской среды. Теперь мы опять находимся в информационном центре Якутской городской территориальной избирательной комиссии. Практически большая часть избирательных участков сдали свои документы. И вот уже окончательная, наверное, проверка. Ну, можно сказать, когда мы первый раз заходили, помните, это было 2 часа назад, здесь все было пусто. Теперь мы видим, что практически все заполнено. Председатель комиссии Алла Георгиевна. Вот сейчас у нас поздняя ночь, да, хотелось бы узнать, все сдали свои документы или еще нет. У нас 119 комиссий должны подвести свои протоколы. Сейчас в наличии 94. Ну, ждем. Мы посмотрели сейчас, воспользовались возможностью прямой трансляции, посмотрели свои участки. Они практически уже все подвели итоги, ну, складывают свою документацию, убирают кабинку, скоро к нам подъедут. Вот давайте вот предварительно, когда я подходил в тот раз, пока, ну, так скажем, Путин, Грудинин, Жириновский, пока тройка не изменилась. Да. Ну, то, что было на начало дня, то же самое и у нас получается сейчас. Хотелось бы узнать еще, вот, там заполняется вот верхняя строка, да? Ваш помощник должен рассказать, но сейчас он работает. Это вот здесь число избирателей, например, да? Вот эти вот цифры, это что-то, что это такое? Строка в протоколе – это число избирателей, включенных в список на момент окончания голосования. То есть сколько избирателей в этом списке. Это бюллетени, которые они от нас получили. Если сложить вот эти две цифры, 4 и 5, стационарный ящик и переносной, мы как раз и получим явку избирателей. Только сколько человек пришло на выборы. Так? Ну а дальше, сколько бюллетеней было обнаружено. Ну вот, например, в этом участке 51 они выдали, 51 обнаружили. 1347 выдали на участке, 1347 в ящике обнаружили. Ну, прямо идеальная такая картина, да, вот получается. И вот голоса, поданные за каждого кандидата, они уже считаются не от числа избирателей, которые пришли на выборы, а от числа значит, бюллетеней, которые опущены в ящик. Ну, это такой нюанс. Поэтому иногда некоторые проценты неправильно считают и потом спорят с нами, что у нас тут какие-то... На самом деле от разных чисел высчитывается процент. Ну, мне кажется, это позволяет вот сейчас увидеть наглядно, что выборы достаточно открытые, никаких цифр не скрывается. Все цифры, которые привозит участковая избирательная комиссия в протоколе, они отражаются и в этой увеличенной форме протокола. Ну, то есть комиссия обязана, приехав сюда, перенести свои данные из протокола именно в эту увеличенную форму. Поэтому, если у наблюдателей какие-то вопросы есть, то они всегда могут подойти и сличить протокол, который они получили, копию протокола на участке с теми цифрами, которые отражены у нас в увеличенной форме протокола, ну, в сводной таблице нашей комиссии. Меня попросили узнать, да, а что такое нули? И вот ну, например, вот у нас в городе Якутске, вот 3-я строка протокола, это отражаются бюллетени, которые выдали избирателям, которые проголосовали досрочно. Но в городе Якутске досрочного голосования не было, потому что на выборах федеральных, ну вот в данном случае президента Российской Федерации, досрочно голосуют только избиратели, находящиеся в труднодоступных и отдаленных местностях. В городе Якутске таких нету. Вот. Теперь 11 и 12 строки – это число утраченных избирательных бюллетеней и неучтенных при получении. Вот. Ну, если комиссия хорошо работала, не теряла свои бюллетени, то у нее всегда будут нули в этой строке. А давайте вот пройдем посмотрим. Давайте посмотрим. Вот здесь вот, я так понимаю, количество избирателей участков на одном листе, если смотреть, да. Раз, два, три, 6 помещается. 7. Да, 7, ага. 7. И вот смотрим везде. Да. Ну, потому что потерь бюллетеней не было никаких. Утраты. Утраты. Да. Это говорит о многом? Или... Это говорит о качестве работы участковых избирательных комиссий, что они добросовестно относятся к своему труду, действуют в соответствии с законом, поэтому в этой строке должны быть нули всегда.
И сейчас вот что осталось, как бы вот. Ну какая работа? Ну мы будем сегодня работать до последнего протокола, что называется. Когда участковая комиссия, последняя комиссия приедет, так в соответствии с законом мы планируем подписать протокол Якутской городской комиссии во вторник днем, ориентировочно в час дня. Будем подписывать протокол, это тоже будет. Сейчас весь процесс этот транслируется, можно каждому избирателю, ну или там кандидату, вообще любому заинтересованному лицу посмотреть, что происходит в нашей комиссии. И момент подписания протокола нашей комиссии тоже будет осуществляться в режиме прямой трансляции. А что можете сказать по предварительному голосованию? Вот мы тройку лидеров как бы выделили, да? Ну, можно смело говорить, что везде лидирует Владимир Владимирович Путин, да? И второе, как ни странно, у нас... Ну, мы не можем говорить о странности или не странности цифр, которые отражены в протоколе. Это фиксация мнения избирателей. То есть, если избиратели на первую позицию ставят одного кандидата, а на вторую позицию второго, наше дело посчитать голоса. Поэтому вряд ли кто-то будет говорить о том, что мы нечестно проводили выборы и занимались фальсификацией. Мне кажется, цифры говорят за себя. Кто как проводил агитацию, как свою кампанию, так и вот какое доверие у избирателей. Вот эти цифры об этом и свидетельствуют. Ну, я на правах, так сказать, немого участника данного, я могу сказать, пока последнюю строчку у нас занимает Бабулин Сергей Николаевич. Но я не утверждаю, я просто смотрю. Ну, я думаю, что когда мы сведем город Якутск, посчитаем общее количество, вернее, сведем все протоколы, будет понятно, насколько мнение, например, горожан отличается от мнения якутян, насколько мнение якутян отличается от России. Но я думаю, что в целом это все равно примерно одинаковая картина для всей Российской Федерации. Ну, уже сейчас муссируется, да, вопрос процентных прихода избирателей на участки. Мне просто интересно, из вашего опыта, в этом году есть отличия от тех выборов? Уже как-то можно определить? Я понимаю, что результаты будут... Когда начиналась избирательная кампания, никто не говорил о том, что политическая борьба будет острой, и все говорили о том, что процент явки будет очень низкий. Но мне кажется, для города Якутска более 60% в итоге, наверное, все-таки будет у нас избирателей меньше на выборах. Говорит о том, о заинтересованности вообще людей в этих федеральных выборах, мнение именно выбрать, именно проголосовать за президента своей страны, поэтому, мне кажется, такой высокий процент явки. А можно с каким-нибудь председателем поговорить, который уже закончил свою работу или заканчивает? Можно с любым председателем, да? Который, да, вот у вас председатель. Отчитался. Кто у нас отчитался? Еще много приезжает, да? Кто сдал? Ну или вот давайте. Здравствуйте. Отчитались. Вот, пожалуйста. Да. 744 участковая избирательная комиссия. Это где находится? Кальвица. Кальвица. Кальвица 14/1А. Ну, насколько было для вас сложно это все? Не сложно, абсолютно. А вы давно работаете, наверное? Да. И есть отличия? Отличие? Да, отличия от тех выборов, которые раньше были. Хорошая явка. Отличная явка. Отлично. И хотелось бы узнать, люди изменились, потому что я помню, когда те выборы, когда Все добрые, очень хорошие выборы прошли. Агрессии никакой не было. Абсолютно никакой агрессии. И была сложность какая-то, например, сейчас же по новым правилам, да, вот, сдача, может, удобства какие-то были, или неудобства? Конечно, так? Нюансы некоторые, а в основном все хорошо. Спасибо. Вам спасибо. Работа продолжается, она, наверное, будет еще до 3 ночи. А еще? Из Жатая приехали люди, вот можно... Жатая, здравствуйте. Представьте, пожалуйста,
Сафонов Михаил Андреевич. Как у вас там в Жатае все происходило? У нас в Жатае все отлично происходило. С пониманием избирателей отнеслись к этому делу. То есть каждый выбрал своего кандидата, какого хотел. Ну, интересно все-таки, Жатай все-таки немного другое для нас образование, да, и люди живут, ну, наверное, более... Я хотел просто спросить, насколько избиратели отличаются от тех выборов, которые раньше были? В принципе, избиратель-то особо-то не отличается от тех выборов. У нас, в принципе, всегда процент хороший был показатель в Жатае. Как бы люди активные, которые постоянно активны, они всегда активны. А кто не хочет, их никогда не заставишь идти, так скажем. А вот настроение, раньше же и агрессия... Нет, сейчас очень хорошее настроение, позитивное было. То есть люди с большим желанием, даже на выездную комиссию люди хотели прямо поучаствовать, проголосовать, отдать свой голос. То есть это пенсионеры и больные. Больница та же самая, которая была закреплена за нашим участком, там очень многие люди желали проголосовать. Просто люди сами хотели? Да, сами прямо ходили, узнавали по спискам, состоятельным спискам с избирателями. То есть консультировались, спрашивали. Много по заявлениям, открепленным к нам прикреплялись. То есть, и по спецзаявлениям были, проголосовали в других регионах, даже страны, не то что республики. Да, интересно, вот новшества, которые вот сейчас были проведены, насколько было вам сложно, открепительных удостоверений к вам, говорите, приезжали? Нет, немножко даже, кстати, эти заявления, которые были, они довольно-таки удобные получились на самом-то деле. То есть люди, получается, определялись со своим участком, где проголосовать и голосовали. То есть это положительное даже, я думаю, что положительное прошло. И вот эта практика, когда человек пришел на участок, да, и не знает, где его участок. И вот эта практика, когда у вашей комиссии есть все участки, вы можете определить, куда ему ехать. Да, это удобно? Это удобно. И сейчас можно каждый избиратель посмотреть на сайте ЕГИТИК, каждый участок, где находится и к какому участку он прикреплен. В принципе, это тоже удобно. Сейчас даже без нашей помощи может избиратель это все выбрать. Ну, как председатель, хотел бы все-таки из Жатая, как проголосовали на вашем участке, каковы результаты? Результаты у нас хорошие, люди как бы с пониманием нормально отнеслись к выборам, то есть поток был населения очень хороший. Я имею в виду, вот у вас же уже есть Путин, Грудинин, Жириновский. Давайте покажите. Я прошу прощения, подпись нужна. Сейчас. Вот 769, вот у нас 1532 человека. И Путин, вот здесь вот кандидаты, получается, вот наши: Бабурин, Грудинин, Жириновский. Бабурин, Да, ну вот лидирующий, получается, кандидат Владимир Владимирович Путин. Грудин, Да, 70%. Грудинин, Грудинин на втором месте, получается, у нас, да. Жириновский. Да. Я прошу прощения, протокол, извините. До свидания. Вот можете взять Александр Иосифович. Вот участок у нас специфический, на котором голосовали избиратели, не имеющие регистрации на территории. Ну, такой особый участок, он всегда бывает на федеральных выборах. И это всегда участок 716. Вот можете... Сколько? Вы немножко расскажите, что за такой участок, что это означает? Так, у нас именно по постановлению ЦИКа Республики Саха-Якутия был определен участок вот именно на территории подведомственной Якутской городской территориальной избирательной комиссии. И непосредственно был определен наш участок 716, где конкретно данным постановлением вышестоящей комиссии было определено, что граждане, которые не имеют регистрации в пределах Российской Федерации, то есть это вот по-простому бомжи, скажем так, граждане, которые снялись с регистрации, нигде не прописались, и лица без прописки, они все в день выборов подходили именно на наш участок, 716. Ну, расскажите, подходили и насколько Да, они... конечно, активность была очень высокая, мы сами не ожидали, что активность будет такая. Но по моим неточным, скажем так, подсчетам, я сейчас вам скажу,
у меня получается... Это люди, которые, ну, где-то живут. Это вот, получается, видите, у них, у большинства есть временная регистрация. И они в основном проживают в городе. А некоторые в основном, есть еще ситуация, когда человек продал свою квартиру, но не успел прописаться. Либо человек поменял паспорт, и по каким-то причинам тоже регистрация отсутствует. Ну и получается, у меня вот именно на сегодня, да, сегодняшний день, меня посетило более 200 таких лиц, которых я принял и которые проголосовали на моем участке. Я еще, ну и дополнительно вот хотелось бы обратить внимание, да, то, что сегодня на мой участок также приходили жители с улусной пропиской. К сожалению, все-таки в средствах массовой информации не была проведена, скажем так, конкретно разъяснительная работа среди населения. Потому что вот именно жители улусов возмущались, что, скажем так, по WhatsApp гуляет информация, что они голосуют именно на моем участке. Но, к сожалению, распоряжений по поводу проведения, ну, получается, участия их в выборах именно на моем участке не было. Они их именно в день выборов ожидали по месту регистрации. Потому что, видите, у нас была же предварительно проведена процедура подачи заявлений по месту нахождения. К сожалению, многие граждане вот это заявление не поняли, как это работает. И, к сожалению, в основном большинство были, скажем так, огорчены тем, что они не знали вот о конкретных датах. И что их, скажем так, по месту жительства никто не разъяснил вот этот порядок. И вот хотелось бы узнать, вот, есть ли люди, которые, насколько вот результат вашего участка, вы же уже предварительно уже сдали все, да? А можно нам показать ваш участок и результат? Да, ну конечно, давайте, вот я сейчас как раз заполняю. И вот смотрите, у меня на окончание голосования получилось 990 избирателей, включились в мой список. Так, мы с запасом в связи с тем, что у меня все-таки должны были подойти лица без гражданства, к сожалению, мы, вернее, без регистрации, мы точно количество их не знали. Поэтому вот именно вышестоящая комиссия мне выдала с запасом. Поэтому, понимаете, вот 990, а мне выдали 1000. Так, и получается, досрочно проголосовавших в моем участке нету. Так, уже дальше это получается, я выдал в помещение 781 бюллетень. Так, дальше идем по бюллетеню. Так, у меня 13 граждан проголосовало вне помещения. Так, 206 мы погасили как уже неиспользованные бюллетени. Так, получается, вот в переносных ящиках у меня 13, поскольку это вот дублирует цифру, которая у нас вне помещения. Так, и в стационарных ящиках у меня уже 780 оказалось. Это вот 13, получается, вы возили, да? Да, это вот получается на переносных ящичках, то есть выезжали мои члены непосредственно по месту жительства граждан. Так, дальше у нас идет уже так, количество недействительных. Недействительных на моем участке оказалось 7 бюллетеней. Так, число действительных бюллетеней составило 786. Так, утраченных на нашем участке 0, неучтенных 0. Так, и дальше мы идем уже по кандидатам. За кандидата Бабурина у нас проголосовало 5 избирателей. Так, за Грудинина 263. Я еще раз напомню, что это участок очень специфичный. Люди без постоянного места. Да, тут получается, видите, такая пересортица, что это вот не избиратели, здесь, то есть учитываются не только избиратели, вот именно проживающие в центре города Якутска, но здесь граждане, которые не имеют регистрации, в том числе, скажем так, снятые регистрации с Москвы, с Ленинграда, с ближайших районов. И наши горожане, которые проживают в разных частях города, которые были выписаны по каким-то причинам. Ну, и вы мне вот сказали, вот по-русски сказали, бомжи 200 человек, бомжи... Ну, это вот без определенного места жительства. То есть люди, которые... имеющие постоянной регистрации. Сейчас я закончу. Да. Все.
Понятно. И вот как они дальше проголосовали, просто интересно, что... Так, и вот, видите, давайте мы дальше идем по расшифровочке. За Владимира Вольфовича у нас проголосовал 21 избиратель. За Владимира Владимировича у нас проголосовало 448. Так, за Ксению Анатольевну 37 избирателей. Так, за Максима Александровича 0. 0. Очень удивительно, потому что у нас обычно по всем графам бывает, но именно почему-то в этих выборах за Сурайкина никто не проголосовал. Так, Титов Борис Юрьевич набрал 7 голосов. И Явлинский Григорий Алексеевич, он набрал 5. Хотелось бы узнать, раз вы уже не первый год занимаетесь такими избирателями, как вы оцениваете их, не знаю, избирательную активность, раз были такие прецеденты, что вот так именно голосовали? Что именно граждане шли? Да. Вот в том-то и дело, именно на федеральных выборах граждане очень заинтересованы. Они прям жаждут голосовать. Вот. Без ложной скромности, я скажу, да? И поэтому их, вот, например, возмущает, опять же, жителей районов, да, что они, живя долгое время в городе, но, к сожалению, не имея прописки в городе, не могут проголосовать. Понимаете? Вот имея именно улусную прописку. Потому что, видите, вот, к сожалению, большинство граждан, к сожалению, не отличает, что такое временная регистрация, что такое постоянная регистрация. И они, к сожалению, тоже не уделяют внимания на тот факт, что тут недостаточно просто подойти на избирательный участок. А каждый избиратель, он прикреплен к определенному участку по месту регистрации. Вот золотое правило любых выборов. Мне хотелось бы еще раз узнать, вот, если люди, которые, так скажем, находятся ниже полоски нищеты, да, и проявляют такую активность, как вы считаете, это есть какой-то индикатор нашего общества? Нет, я не скажу, что это вот бомжи, это не показатель социального уровня. Да. Вот оговорить, да? Я не имею в виду людей, которые, я имею в виду вот с той точки зрения, что люди не имеют такого благосостояния, которое, большинство избирателей. Я так сказал бы про этих 200 человек, не про всех избирателей, которые у вас были. Я просто хотел спросить, как вы оцениваете их активность именно? Мне просто удивило, что в зависимости от... людям, да, по большому счету, это до фени. И здесь они проявляют такую активность. Как вы считаете, как это можно оценить? Так, именно их повышенное внимание. Но в данном случае, видите, все-таки президент это, видимо, очень важная политическая фигура в Российской Федерации. Поэтому они все заинтересованы именно в выборе президента Российской Федерации. Понимаете? То есть там уже не зависит от их социального положения, каких-то политических интересов. То есть все заинтересованы. Потому что, видите, по моим предварительным подсчетам, у меня явка составила более 80%. Понимаете? То есть это вот, если сравнить с последними выборами главы города, да, у меня там было чуть больше 50% явка. Хотя вы поймите, глава города, он ближе к нам, чем президент Российской Федерации, который, грубо говоря, управляет нами из города Москвы. То есть, по идее, вот из нормальной логики и разума можно было, наоборот, предполагать, что вот именно горожане, живя в городе, должны быть более заинтересованы в выборе главы, чем президента Российской Федерации, который у нас находится в Москве. Но, к сожалению, я вот так понимаю, видимо, влияет политическая роль именно президента, поэтому вот активность наших избирателей очень высокая. Спасибо. Очень важная информация для наших телезрителей, кто смотрит канал. Но я смотрю, вот рейтинг голосования, он, честно скажу, дорогие друзья, он не меняется. И единственное, что остается нам выяснить, кто будет на последнем месте, наверное, так. Да. И сколько проголосовало людей на самом... Подвести итоги, короче говоря. Для этого, я так понимаю, еще минимум 2-3 часа. Да, еще необходимо. 2-3 часа. И город Якутск четко скажет. Я думаю, даже не 2-3 часа, может даже часа полтора. И все будет закончено. Спасибо, и я заканчиваю данную трансляцию. Думаю, завтра утром
или в 3 часа ночи вы все узнаете.